да, говорю, у нас там сидит член избирательной комиссии, стирает галочки и ставит новые галочки. Говорю, я же пошутил, говорю. Мне было очень больно на них смотреть, что я просил ГКМБ подключиться. Про образ, можно сказать, суда присяжных. По Акбате вообще все очень смутно. Приветствую, уважаемые зрители, с вами Фатима Якубаева, юрист проекта «В рамках закона». Сегодня мы беседуем с Кайратом Маматовым, председателем Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Поговорим мы о последних событиях, которые произошли в период организации выборов, о том, что произошла отмена, у некоторые партии были сняты с гонки, и обо всем, что происходило недавно и последние полгода. Спасибо вам большое, что вы согласились на встречу, и давайте начнем. Многие нарушения, которые делают партии, они связаны с административным ресурсом и с подкупом. Вот учитывая социально-экономическое положение у нас в обществе, да, то есть то, что у нас развивающаяся экономика, не такой высокий уровень ВВП, и вообще в целом люди не так много зарабатывают. Как вы считаете, как эффективнее всего бороться с подкупами? Спасибо за приглашение, очень приятно. Какие бы ни были бы законы, насколько они бы там не были переписаны или там написаны прям вот, скажем, для нашего общества прям идеально там все, чтобы и все вот статьи там, скажем, все нормы прям все учтены. Пока само общество, да, вот и сами мы пока не воспринимаем правильность использования, применения законов, то очень это так вот долгий процесс, то есть соблюдение самой законности. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Ну это что, эволюционный рост правосознания должен? То есть люди постепенно В должны любом правовую случае, культуру да, вот развивать? если мы возьмем нашу систему, вот она у нас довольно молодая, она быстро трансформируется. Я очень рад, вот, что многие наши избиратели, наше общество понимает, что с 2015 года произошла резкая трансформация в том плане, что на тот момент власти поняли, что избирательный процесс, он является основой тех волнений и революций или переворотов, которые проходили до этого времени. И частота прозрачности проведения выборов и подсчета голосов. С 2015 года вопросов нету практически, потому что и Центральная избирательная комиссия, и территориальная избирательная комиссия, участковые комиссии, наблюдатели, политические партии, кандидаты, международные наблюдатели отмечают, что по процедуре подсчета проведения голосования вопросов практически нету. Есть там какие-то процедурные там нарушения, которые не влияют на результат или итоги голосования. Партии и кандидаты ушли в народ. То есть здесь или народ, как скажем, потребитель, раз вот, по закону рынка, как говорится, спрос порождает предложение, и также наоборот предложение порождает спрос. То есть это такое выгодное сотрудничество, которое происходит между кандидатами и избирателем. И проследить за всем этим процессом очень тяжело, пока само общество сознательно не придет к тому, что нельзя делать такие нарушения, как подкуп голосов или применение административного ресурса. Потому что все вот это применение и все эти нарушения сводят на нет ту работу, которая проводится при подготовке и проведении выборов. Понимаете, мало того, что у нас большая часть общества не участвует в избирательном процессе. Вот если у нас по городу Бишкек взять, у нас всегда была явка около 30%. Да. Там плюс-минус даже 5-6%. Было даже меньше было. Это говорит о чем, что основная часть населения не участвует в избирательном процессе. Кто-то не верит, у кого-то времени нету, кто-то не заинтересован. Кто-то, например, так и не понял, что мы перешли к новой системе. Если он придет и проголосует, там тайность, все процедуры, если будет соблюдать и участковая избирательная комиссия, это тоже немаловажный фактор. Потому что именно то грубейшее нарушение, что когда у нас осталось, что влияние, вот, подкуп и админресурс и контроль над волеизъявлением нашего избирателя.
что он когда голосует, что он уже подконтрольно голосует. А из-за чего он делает, это уже другие причины. Это уже... Ну вот и как с этим эффективно и разумно бороться, с тем, что люди берут деньги? за свои Видите, голоса? власти вот в Акаевский период, да, можно сказать, вот я тоже участвовал тогда в избирательном процессе, помогал в работе штабов, социально-экономическое состояние не только нашего государства, но и нашего народа, оно было очень низким, потому что вот переход с развалом Советского Союза, с переходом на рыночную экономику, вот многие были вещи непонятные, были приватизация массовая, там, массовая безработица, приватизация стратегических объектов, разворовывание стратегических объектов, вот, вывоз таких вот уникальных станков, распродажа месторождений наших богатств национальных, которые вот, это было в 90-е годы. Все это именно начало было. И я, в принципе, думаю, что в то время власти проводили выборы в зимний период, чтобы кандидаты тратили свои накопленные ресурсы и подкармливали наших избирателей. Кто-то раздавал уголь. Вот. Это в недалеком будущем, говорю, в прошлом было. Уголь кто-то раздавал продукты питания. И, понимаете, это вот осталось как вот какой-то традицией на выборах, что обязательно кто-то должен прийти, там что-то должен пообещать. В данное время в регионах то же самое происходит. На прошедших выборах, вот в октябре на парламентских выборах я сам наблюдал, что когда сами сельчане, да, вот в регионах требовали от политических партий, ну, столько-то голосов мы можем вам отдать, скажем, за определенные блага. Торговались. Да, то же самое вот произошло и у нас на прошедших выборах в апреле. Вот конкретно по У нас городу. это имеется в виду В Бишкеке? Бишкеке, да. А кто торговался? В Бишкеке я Домком? скажу. Видите, с 2015 года, после того, как партии и кандидаты не могут договориться с участковой избирательной комиссией, или с территориальной избирательной комиссией, или с центральной избирательной комиссией, они идут на сговор с людьми, которые влияют на наших избирателей. И первое, вот то, что я в городе заметил, основная проблема у нас была именно в работе домкомов и квартальных. А у нас управдом, друг человека. Они работали раньше, но мы почему-то не обращали на это внимания, к сожалению. Вот в этот раз это вот явно стало, вот она выпирать стала. И хорошо, вот спасибо активистам, которые, представителям политпартии, которые снимали вот эти ролики, скидывали нам, в соцсети скидывали, когда шло действительно воспрепятствование избирательному процессу, то есть реализации самих избирательных прав. Если резюмировать, да, ваш ответ, он в основном сводится к тому, что это традиция, подкуп во время избирательного процесса стал традицией, да, ожидания от избирателей. Что на это может повлиять? Усиление, например, наказания, либо более эффективная разъяснительная работа, какие-то оперативные меры с чьей-то стороны. То есть что можно предложить для того, чтобы ситуацию менять? Потому что мы можем долго говорить, что вот это плохо, что делать, захвататься за голову. А вот какие-то предложения сделать, например, гражданскому обществу, экспертному сообществу, ну вот как менять ситуацию? Ну, во-первых, я бы хотел вот еще отметить, как уже выше отмечал, что к процессу, к избирательному процессу нужно подойти ответственно всему обществу. То есть, ну, не может ни Центральная избирательная комиссия самостоятельно, ни территориальная избирательная комиссия, ни МВД, ГКМ, ни прокуратура, ни президент, там вот, желая, если будет воля, будет, чтобы все прошло на 100% чисто. Это невозможно. Нарушения будут. Почему? Потому что каждый раз на выборах участвуют новые участники, их нужно обучать, им нужно показывать, надо кто-то вот консультируется, берет хороших юристов политпартии. Некоторых нет денежных средств, есть желание, не могут брать квалифицированных юристов, которые знают избирательное законодательство. Оно же специфичное же, там свои сроки есть, свои условия есть. И само восприятие тоже. Когда общественное сознание придет к тому, что Центральная избирательная комиссия воспроизводят власть, они вот, когда наши комиссии все поймут сами, когда поймут наши избиратели, все субъекты избирательного процесса, что нам нужно провести честные выборы, пусть хоть кто пройдет, пусть даже придут оппозиционные, центристские силы, да, но вот желание, например,
и воля политической власти, она должна вот прямо и правильно восприниматься обществом. Потому что, я же говорю, во-первых, большое недоверие к самому избирательному процессу. Да, Например, когда у избирательная меня комиссия. спрашивают, что да, вот даже вот есть действующие депутаты Джорджа Кенеши, которые сомневаются в работе АСУ. Я вот, До сих пор? да, удивился. Вот, в личной беседе они говорят, вот все равно, говорят, там, говорят, я говорю, я шучу, говорю, да, говорю, у нас там сидит член избирательной комиссии, стирает галочки и ставит новые галочки, говорю. И люди верят этому, когда я шучу, говорю, я же пошутил, говорю, я утрирую, просто говорю. Помните, вот на фоне как раз тех партий, которые сняли, да, которые отменили регистрацию, не отменили регистрацию, там вы на заседании решили, что голоса, которые были отданы за партию НДПК и Акбата, или МГЕК, Нет, мы не голоса признали недействительными, мы признали итоги голосования итоги по голосования. партии недействительными, да, вот. с отнесением бюллетеней, отданные за эту партию, к недействительным, потому что... Вот это как раз формулировка на заседании уже ЦИКа, у другого члена ЦИКа, то есть у Кайрата Усманалиева. Я помню, я смотрела заседание, где он задал вопрос вам, что почему вы взяли на себя роль вот этого вот именно толкователя. Толкователя, да? Толкователя, что вы, по сути, включили в решение ту норму, которая... То есть то обоснование, которое нет в законе. Вот насколько справедливо его заявление, и как вы это прокомментировать можете? Если мы посмотрим 38-ю статью, часть 5, там закон о выборах депутатов местных кенешей, и административная коллегия мне этот вопрос 3 раза задавала на заседании в Верховном суде. Говорит, на каком основании и какую норму вы применили? Да, прямой нормы нету, но есть аналогия, что мы отменяем на итоги голосования на участке. Что такое участок? Участок — это вот участок тот, который охватывает границы, улица охватывает тот, где есть энное количество избирателей. Участок сам УИК — это помещение. То есть мы его четко разделяем, что сам участок и участковая избирательная комиссия — это комиссия, которая находится в помещении. Вот. Туда приходят наши избиратели физические и выбирают тот бюллетень. Участок — это место, где проводятся выборы. Это сама процедура, понимаете. Итоги голосования на участке, имеется в виду итоги голосования, но голоса отдаются за политическую партию. Если мы возьмем протокол УИК, ТИК, ЦИК, там пишется, всего сколько получили бюллетеней, там, сколько они недействительные, действительные, сколько отдано голосов за политическую партию. И там мы четко пишем, что политическая партия, скажем, Ромашки, получила энное количество. Голосование идет у нас фактически по политическим партиям. Поэтому избирательная комиссия имеет полное право применять такую норму. И вы это обоснование озвучили в Верховном суде в качестве аналогии права? Аналогия, да, идет аналогия, если мы отменяем итоги голосования на участке, мы отменяем итоги голосования также по политической партии. И ту же норму мы применили в отношении других двух политических партий, политической партии МГЕК и Акбата. То есть все-таки административная коллегия Верховного суда, мне было очень приятно, когда они в результативной части они сослались на мнение представителя Бишкекской ТИК. Я буду везде говорить, что административная коллегия Верховного суда считается с мнением моим. И они оставили в силе решение административного суда и, соответственно, решение ЦИК и ТИК. То есть эта норма, она узаконена на сегодняшний день. Она узаконена. И почему мы говорим с отнесением избирательных бюллетеней? Юристы практики, да, скажем, вот, и другие коллеги, да, они скажут, что если такой нормы нету, нельзя ее применять. Избирательная комиссия — это коллегиальный орган системы избирательной комиссии. То есть это работа на общественных началах, нету никаких трудовых обязательств, никаких вот последствий. Зарплаты, да? Да, зарплаты нету, никаких последствий, есть просто временное вознаграждение и покрытие там расходов. Она приводит к тому, что мы как прообраз, можно сказать, суда присяжных. Избирательная комиссия должна прийти, она не может зайти в тупик, потому что до этого мы принимали такие решения. Но Центральная избирательная комиссия, отдельные члены посчитали тогда, что нужно давать по списку, потому что в любом случае список же менялся уже один раз. Но партии себе оставляли такую лазейку,
И мы эту лазейку уже законодательно в 2019 году подправили. Там согласие кандидата. То есть там тоже можно прыгать, но тоже согласие кандидата. Вдруг у него какие-то семейные обстоятельства, какие-то у него служебные обстоятельства, он хочет сегодня поработать на госслужбе муниципальной, не хочет быть депутатом, он хочет быть депутатом через 2 года, например. И он свое место отдает следующему, например, скажем, место 11, 12 или 13. Но его очередь остается. Это очень удобно вот, на выборах. Именно в городских кеңеши это очень удобная норма. И 51 статья тоже удобная норма, когда меняется мягкий рейтинг. В кеңеши, видите, кто мало набрал голосов, они выбывают, и получается на 5 лет у них вообще пропадает право получить депутатский мандат. Ну А да. здесь вот эта норма, она уже более-менее уже обкатана и применительная практика. И поэтому избирательные комиссии, я считаю, что могут принимать иные решения, хотя там юристы говорили, и судьи тоже, отсылочная норма есть на избирательное законодательство. Но с иными полномочиями мы можем принимать такие решения. Но при этом это большая ответственность. Да, это большая политическая ответственность, потому что последствия могут быть разными, конечно. Мы это понимаем, потому что хорошо, что у нас вот сейчас законодательно мы пришли к тому, что решение УИК смотрит ТИК, решение ТИК смотрит ЦИК, смотрит только после этого в судебном порядке. И Институциональность такая, прокуратура, да, не может вмешиваться, потому что за свое мнение, предложенное по тому или иному вопросу, члены избирательной комиссии не преследуются по закону. Наши решения должны утвердить или отменить в Центральной избирательной комиссии, потому что территориальные избирательные комиссии мы хоть и имеем полномочия, но я считаю, что воспроизводство власти и опубликование далее вот, и решение все равно конституционный орган должен закрепить это и признать, что потому что те же депутаты городских, они уже избирают исполнительный орган, мэра избирают, который тоже с определенными полномочиями. Конечно. И местные кеңеши тоже имеют большие полномочия по принятию каких-то нормативно-правовых актов на своей территории, тоже которые несут свои правовые последствия. Если вот когда запаковывается вся избирательная документация в коробку, да, или в пакет, там это вот законодательно эта норма прописана, все вот эти бюллетени, которые отсортированные, они ложатся в пачки и отдельно упаковываются. Если вы помните, мы Я помню, да, когда пересчет был. когда мы делали пересчет по референдуму на 7 УИК. Вот то же самое и на других выборах. Там за партию НДПК, за партию МГЭК, за Ахбата они сложенные, недействительные, а отдельно сложенные. Поэтому мы их только отнесли к недействительным. В таблице у нас меняется, чтобы таблица билась, меняется, там ставится за партию 0 голоса, относятся к недействительным. Вот говоря То про есть- этот протокол, про вот эту нумерацию с правилами подсчета, да, бюллетеней, в самом законе не написано про вот эти процедурные моменты, номер 5, добавляется плюс там 5В, 5Б, плюс вот это, 6, там равно да, вот это 7. все. Это прописано в руководстве для участковых избирательных комиссий, которые не имеют юридическую силу. Но при этом вы обучаете участковых избирательных комиссий по Сам, этому Фатима, вопросу. поймите, что протокол, он несет юридическую силу, потому что он утвержденный. Но порядок подсчета этими протоколами, Нет, то есть порядок подсчета, смотрите, процедура голосования, процедура подсчета, она прописана вся. Она но не прописана вся. детально, как в том руководстве, И, где 5 плюс Б, 5 плюс 6, вот так. Руководство, она исходит, я сейчас точно не помню, но есть положение, это подзаконные акты, и где-то в положениях эта норма прописана. А вот если бы Мы было можем бы найти это постановление ЦИКа об утверждении этого руководства, тогда бы оно бы имело силу НПА? Руководство, понимаете, руководство пишется самой Центральной избирательной комиссией при поддержке доноров, может быть, за счет своих средств. Но эти нормы, они выписаны или из закона, или с положений, которые были утверждены Центральной избирательной комиссией. Поэтому я вот точно сейчас не знаю, там, какое положение, но у нас очень много положений, просто там нужно в них покопаться, посмотреть надо на Ну, сайте. мы посмотрели. Но они есть. Они есть. Вот эти процедуры, они прописаны, поэтому они законные процедуры. Руководство, она как идет, как методичка, вот, используют и на других процессах вообще в жизни используется у нас. Там выписывается порядок поведения, там. Иногда в руководстве пишутся те нормы, которые не прописаны в законе, я это признаю. Ну, правильно ли можно сделать вывод, что местные отменили, а референдум нет, потому что это два разных с юридической точки зрения страновых процесса? То есть один происходит на местах,
и там определенная взаимосвязь субъекта, то есть избирателя с его пропиской, с его местожительством, а по референдуму нет. Либо есть какая-то другая причина, почему итоги участия в референдуме остались нетронутыми. Почему? Мы с вами вместе, ну, во-первых, еще раз повторюсь, что разного уровня выборы и проведение референдума регулируется разными нормативно-правовыми Да. актами. Конституционный закон. Это закон. да, конституционный закон о референдуме. Это два разных документа, это два разных процесса, просто они в этот раз были сопряжены и проводились совместно. Мгм. То есть, ну, там, для экономии Ну, средств. в январе там, тоже совместно проводились. да, в январе тоже совместно проводились. По референдуму там работали группы за и против. По ним, это же тоже субъект избирательного процесса, правильно получается? Вот, как вот политические партии, если здесь на политические партии есть заявления, нарушения фиксированы, подкуп там был, там же вот именно же шло вся процедура по местным выборам. По референдуму таких не было. Мы То смотрели есть там просто не процедуру. было нарушений избирательного законодательства Не- со стороны групп за и против и вообще по референдуму? Нарушений, например, по Бишкеку мы не фиксировали таких жалоб. Возвращаясь к теме повторных выборов, что скоро нас ждут повторные выборы в 3 городах, Бишкек, Ош, Токмак, нас ждут повторные выборы в парламент. И общественные наблюдатели, фиксируя нарушения, которые будут, скорее всего, будут какие-нибудь нарушения избирательного законодательства, теперь вот какие тогда у них требования будут корректными в своих жалобах? То есть если вы уже сказали о том, что требовать, например, отмены итогов по местным кинешам общественные наблюдатели не могут, только по референдуму. Но могут обжаловать действия, бездействие субъектов избирательного процесса в том же, вот на прошлых выборах вот общее дело и другие, по-моему, общественные Общее фонды. дело, общее Да. дело, на основании их жалобы вы отменили. Они же не требовали отменить итоги голосования. Это решение мы принимаем сами. Они подавали жалобу на действия или бездействие, или нарушение, процедурные нарушения должностных лиц избирательной комиссии и на действия вот, именно процедурного характера. Поэтому здесь полное право имеют, там четко написано о некоммерческой организации, это и есть общественные фонды, НКО, НПО, Ну, они которые имеют право организуют. именно вот по процедурным. Видите, это требование в законе есть, эта норма есть в законе. А И вы поэтому- требовать расформировать участковые избирательные комиссии, либо требовать отменить регистрацию политической партии, насколько такие требования правомерны со стороны общественных наблюдателей? Ну, я считаю, сейчас нормы я точно не помню, но, например, если возьмем отдельно по расформированию, это 25-я статья, по-моему, об избирательных комиссиях, может там обратиться субъект избирательного процесса. Я считаю, что Наблюдатель тоже. же является субъектом избирательного Да, там процесса. может также и избиратель обратиться, там любое лицо может обратиться, если в таком плане рассматривать. Я То есть считаю, что- расформировать, да? Да, расформирование. Потом по отмене Отмене, да. регистрации списка там тоже может обратиться, потому что если нарушающие права, например, субъектов избирательного процесса, то если кто-то увидел, зафиксировал, я считаю, что в принципе это вполне законно. Что в том, что избирательная комиссия рассмотрит эти заявления и примет по существу. Ничего в этом страшного нету. Это должно быть, потому что на итоге голосования, почему вот эта норма, раньше право у некоммерческой организации было. Да, было. Раньше было, вы же помните же, Помню. что на итоге голосования. Эту норму законодатель ввел в том русле, что только вот субъекты избирательного процесса, которые участвующие в выборах, это кандидаты политпартии. В любом случае, вот на место 1820 кандидатов могут обратиться там, любой желающий может обратиться через кого-нибудь там и подать жалобу там тоже. Это тоже не секрет, так делают тоже. Вот. А вот те партии, действия которых послужили отменой итогов голосования, они будут допущены на повторные выборы в Бишкек, Ош, Токмак и в парламент, эти партии? Или кандидаты? Чем руководствоваться? Ну, по Бишкеку я конкретно скажу, что у нас вот мы признали итоги голосования по политпартиям, по 3 политпартиям
действительными. Это Акбата, Акбата, МГЭК, МГЭК и НДПК. НДПК, да. К сожалению, в законодательстве нет нормы, запрещающей обратно участвовать в выборах этим политпартиям. Есть только норма, в Конституционном законе, кстати, эта норма есть, но на местных выборах этой нормы нету. Ну, моя точка зрения и мое мнение, что в принципе это и правильно, и не нужно ставить это ограничение. Другое дело, нужно вести ответственность за срыв и за те потраченные средства. Вот другое дело, можно обязать политпартию. Это что, возмещать расходы или что? Возмещать расходы, да, возможно, может быть, часть расходов возмещать. Но здесь можно еще обсуждать, можно и спорить. Ну вот условно, лидер партии Акбата Нариман Тюлеев. Вот он, например, снова пойдет на... Вот по кандидатам, да, вот по кандидатам кандидатам. есть ограничения, но на сегодняшний день вот средства массовой информации тоже у нас спрашивают, есть ли список такой, черный список там, Да, по кандидатам, есть ли какие-то ограничения там. Мы специально сейчас в данное время не ведем такой реестр. А вы раньше вели черный список? Нет, я вот имею в виду на этих выборах, у нас же повторные, это первый раз же. Мы не ведем специально, не включаем, но после выдвижения мы посмотрим. Пусть эти кандидаты выдвинутся, пусть это будут лидеры партии, лидеры политсовета там, или члены политсовета, потому что по Акбате вообще все очень смутно. То юридически уполномоченные партии дает нам письмо, что Тюлеев не является лидером партии, но он везде себя представляет лидером партии. Там подписывается совершенно там другое лицо. В документах, да. В документах съезда кто значится? Он не подписывается как лидер партии. Вот понимаете, он же вводит же общественность же это, в заблуждение же, это политическая игра. Да, перед тобой я, Фантомас. Можно сказать. Преднамеренно или непреднамеренно, я не знаю, это на его совести. А то, что вот, если он себя преподносит вот в соцсетях на страничке своей лидером, там это, да, мы признаем лидером. И если те нарушения, которые делали кандидаты или представители политпартии, мы можем применить нормы в отношении лидеров партий. И я так думаю, ЦИК тоже здесь нас поддержит, если мы применим нормы. Мы обсуждали это уже с членами комиссии. Это такой острый вопрос сегодня стоит именно в обществе, что кто может участвовать, кто не может участвовать. Там, доказанность именно вот, виновности. Ну, как минимум мы считаем, что хотя бы должно, если есть возбуждено уголовное дело, это регистрация в ЕРПП, то это может являться уже причиной для отказа в регистрации. Тоже как юрист понимаете, что есть презумпция невиновности. То есть нельзя человеку сказать, ты виновен только на основании заведенного в отношении его дела. Но мы же принимаем же меры же в отношении политпартии кандидата на основании заявлений, именно в части вот, в частном порядке даже, которые. Поэтому если это преступление, скажем, вот, публичное, а в избирательном процессе я считаю, что вот все нарушения, они публичные, да, то есть там, мы видим, что идет такое-то нарушение в избирательном процессе, нарушают те или иные лица. Почему бы не привлечь их к ответственности хотя бы в той части, что отказать им в регистрации? А вот если Главное, они обжалуют это? Ну, это другой вопрос уже. Не обжалуют? Вот как раз-таки, например, со ссылкой на Конституцию, что презумпция... И, конечно, они обжалуют. Я уверен, что они обжалуют. Это будет сопровождаться поддержкой в средствах массовой информации, потому что партия Акбата с самого начала, я не понял их позицию. Когда они из-за жеребьевки там подняли вопрос, мы к ним специально не стали санкции применять. Избирательная комиссия ТИК посчитала, что не стоит с ними опускаться на тот уровень, когда они проплачивают через избирательный фонд и очерняют Бишкекскую территориальную избирательную комиссию. Это как? Нанимают Ну, СМИ? они написали, что да, что якобы вот они обратились к нам, секретарь Бишкекской ТИК Айбек Стамов сказал, что ТИК это не госорган, там мы работаем по избирательному законодательству. Но они немного это все перевернули и дали через рекламу, через агитационный фонд именно. То есть это было проплачено было вот в интернет-изданиях, там, в рамках вот этого пакета, который был выкуплен. И некоторые партии вот они проплачивали
интернет-изданиям немалые суммы, не менее миллиона сомов. Потом мы посмотрели. Чтобы писать что-то Чтобы нехорошее нет, про вообще вот ТИК? за период агитации. Но писали про ТИК, писали потом заявление же там про Центральную избирательную комиссию, что там аффилировано с МГЭКом, там некоторых там должностных лиц. Но до этого это сопровождалось в Фейсбуке, очернение меня лично, что я имею отношение через своих родственников, имею отношение к партии МГЭК, к ассоциации Дордой. Ну там бред там такой был, чистый был. Я, в принципе, не стал на это реагировать. Потом у меня время вот было, я посмотрел с теми лицами, которые писали комментарии, ну там 80% фейки были, конечно, там видно было, что этот аккаунт специально сопровождается там определенными, это потому что обезличенные аккаунты. А те, которые вот ставили там свои комментарии, я с ними со всеми переписался. И многие извинились из них, потому что они не поняли суть. Они видят картинку, мою фотографию, читают, видят картинку МГЭК партии, считают, да, он аффилирован, поэтому в отношении МГЭК не будут приняты. Это тоже давление на члена избирательной комиссии. Это тоже должно пресекаться законодательно. Но мы не стали на это внимание обращать. Ну, А вот говоря о лидерах других партий, да, то есть вы сейчас сказали про Акбату, да, то есть Наримана Тилеева, что допустите его к регистрации. А если говорить о регистрации кандидатов, лидеров со стороны НДПК, со стороны МГЭКа, то есть они также, вот условно, эти партии снова придут в конце июня, подадут свои, в середине, да, июня? Да, подадут, 13 июня последний день. Подадут свои документы на то, чтобы зарегистрировать кандидата, вы их допустите, вы посмотрите, как вы сказали, что дальше, например, если в отношении каких-то конкретных лиц есть уже материалы в ЕРПП. Какой прогноз можно сейчас сделать относительно их Проблема кандидатур? в том, что в 192 статье Уголовного кодекса в диспозитивной части там расписаны лица, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности. Но в первой части нет наказания в виде лишения И свободы. они, вот, и они, видите, и они закрыли или ограничили, получается, круг лиц. То есть, например, вот партия НДПК в суде тоже заявляет, там, кандидат же с поличным не пойман, родственник его не пойман, тот не пойман. Но мы там видим, общество же видит же, мы же все же не слепые же, и комиссия тоже, мы тоже относимся к обществу. Мы тоже видим, что с поличным пойман сотрудника милиции, он рапортом обращается, он с поличным поймал за подкуп именно за партию НДПК. В его машине обнаружены агитационные материалы с изображением одного из кандидатов, моего хорошего знакомого, который быстро приходит, когда в мое отсутствие быстренько пишет заявление, через 2 дня выходит из списка по собственному желанию. То есть он признает это преступление фактически. Видите, понимаете? Написание заявления Ну, выходит быстро из партии? выходит, через 2 дня, да, вот после всей этой шумихи выходит быстренько заявление, то есть заметает следы, можно сказать, или выгораживает партию. Другой кандидат сидит там, использует свои денежные средства вне избирательного фонда. Там другого наказания не может быть. Если по первому случаю, ладно, там, мы могли бы принять там, комиссионно, принять решение коллегиально, что только в отношении кандидата, но кандидат сам уходит, мы не можем в отношении него ничего принять, и все должно просто спуститься на тормозах, что ли. Конечно, не все кандидаты там виноваты. И, может быть, даже не будут привлечены эти кандидаты к уголовной ответственности, иной ответственности, там, может, к штрафу там, некоторые будут. Они должны были стать депутатами, они не стали депутатами через конечно. Это уже, я считаю, большое наказание для них. То есть, представляете, сколько времени потрачено. Конечно, времени, ресурсов, да. Ресурсов, нервов, это же самое главное, время же, это же невосстановимо же, поэтому я вот, пользуясь случаем, еще раз хотел бы попросить прощения у тех кандидатов, которые честно прошли на выборах. И вот, конечно, очень больно было, поэтому и нам тоже было очень тяжело принимать, потому что зная, что все равно будут такие упреки, будут. Мне это писали в личку, мне звонили, мне это говорили, через людей это передавали. Там очень тяжело это все переносить. Даже для избирательной комиссии, для моих коллег было очень тяжело было. Но я помню, как вы сутки напролет работали, и мы когда подавали жалобы, мы приносили их в 11 ночи, и там был еще разгар рабочего дня, да. Да. Сколько работы было проведено, и вот удовлетворение того, что когда мы выдали бы мандат, был избран мэр, вся эта процедура, понимаете, вот это все торжественное мероприятие, оно дает вот так же, как и для некоторых наших граждан, там, получение какой-то почетной грамоты. Кто-то считает, что это просто какая-то бумажка. Там.
или какой-то там, кусок металла там, какой-то там значок. А кто-то обмывает месяц-два месяца соседям, коллегам своим, обмывает родственникам, то и проводят, понимаете? Вот. То есть Потому что это же- чувствуют, что, потому что их признали? Да, это же признание, личное признание человека, понимаете? Мало того, что человек получает в жизни своей материальные блага, но и духовные блага, они, может быть, для некоторых людей эти блага даже выше, чем материальные. И таких людей очень много в нашем обществе. Во время процесса оказания юридической поддержки наблюдателям и масс-медиа журналистам мы задавались вопросом, и нам тоже задавали вопросом, зачем было совмещать референдумы и местный кинеш. И, возможно, это совмещение было связано с тем, чтобы завысить, создать необходимую явку для участия в референдуме. Как вы считаете, есть ли смысл совмещать референдум с местными кинешами, потому что это двойная работа, двойная нагрузка на избирательной комиссии, и работают практически в режиме нон-стоп, и, как мы сейчас увидели результаты, достаточно внушительное количество голосов было отменено, признано недействительными бюллетенями. Стоит ли совмещать референдум с другими выборами? Ну, видите, если по-честному, то По-честному. референдум отдельно, если проводить, то будет очень низкая явка. Ниже 30? Я не могу сказать в процентном соотношении, но есть риски такие. Конечно, двойная нагрузка, но референдум, например, можно совмещать с другими видами выборов. Но другие виды выборов очень тяжело совмещать друг с другом. Вот сейчас тоже в обществе бытует мнение, вот тоже спрашивали у меня, мое мнение, возможно ли было повторные выборы провести с выборами Джорджа Кинеш. Нет, это категорически нельзя этого делать, потому что это такая путаница будет. Для политических партий, может быть, это было бы легче бы. Удобно. Да, в части экономии денежных средств. Но со стороны того, что избиратель, который не может там разобраться, когда вот у нас один бюллетень одного цвета, другой бюллетень другого цвета, с урнами не может разобраться. Вы видели сами, что Да. приходится подсказывать им. Хотя мы фактически говорим, что члены комиссии, которые ответственны за ОСУ, за работу ОСУ, чтобы они близко не подходили к ОСУ. Это наше жесткое требование. В этот раз тоже мы будем Но стоять при на этом мы же своем. вам представляли много доказательств, что возле ОСУ стоят члены Ну, участковой там же избирательной были комиссии. же единичные случаи же. Вот там, если Ну, скажем, из 200 тысячи раз это избирателей, единично, из тысячи, вот мы же на конкретный участок отдельно берем. Ну хорошо, Там да. приходит бабушка или дедушка, или не могут положить, некоторые первый раз путаются. Мы же не можем стоять там в сторонке и смотреть, как он пытается там засунуть один бюллетень, который не зайдет никогда в эту урну, а он должен зайти в другую урну. То есть все равно же надо подойти, показать, а то, что вот те лица, которые помогали нам, члены комиссии, да, с ними проведена работа, там, некоторых мы заменим обязательно. Мы их этот уже меняем. Сейчас мы объявили пополнение в резервы, обязательно этих членов комиссии мы заменим. Если кто не понимает процесс, то приходится их менять. Ну вот возвращаясь все-таки к тому, что объединять или не объединять, вот кроме довода об экономии бюджетных средств, что еще, какая еще причина, что вот так объединяет? Ну, время, наверное, потому что раз решение принято Джорджу Кинешем принято решение. То есть у нас и также были же срочные же выборы, это же не досрочные выборы же были Нет, местные. президенты это были досрочные. Президенты И там были же был досрочные. референдум. Но референдум-то тоже есть же правовые, есть же основы же для принятия референдума. Это же Джордж Кинеш же, например, Да, да. мы не можем их не проводить, раз закон принят о референдуме, он назначен, и мы, как уже исполнительные, как избирательные комиссии, мы просто проводим процесс. То же самое произошло, и вот раз уже за президентскую форму правления проголосовало большинство, тогда, видимо, вот и президент, и Джордж Кинеш приняли такое решение, что нужно тогда и поменять нашу конституцию. И прошел референдум, просто он прошел сопряженно с местными выборами. Возвращаясь к юридической поддержке наблюдателей и журналистов, и гражданских активистов, и даже избирателей, которые обращались к нам по вопросам различных нарушений, у нас, например, сложилось впечатление, что все-таки есть смысл это делать отдельно.
В любом случае, я надеюсь, что мнение, которое вы озвучили сегодня, да, то есть наши вопросы, о чем мы поговорили сегодня, оно дойдет до нужных ушей, до нужных лиц, и мы сможем какие-то точные, аккуратные и эффективные рекомендации разработать для того, чтобы все-таки улучшать наше избирательное законодательство. Да, Поскольку да, даже да. вот те жалобы, которые мы подавали, много жалоб подали от имени общественных наблюдателей, они все не были с целью там дискредитировать вашу работу, либо дискредитировать работу кого-либо других лиц, да. Оно все было направлено для того, чтобы улучшить избирательное законодательство, и мы надеемся, что это произойдет. Да, верно. Да. Я вот здесь небольшую реплику хотел бы добавить, что я верю, что вот, действительно ваши все действия, они действительно направлены на улучшение избирательного процесса вообще в целом и на выявление каких-то недостатков. Когда хорошие рекомендации идут, когда выявляются какие-то недочеты в избирательном процессе, она потом на будущий процесс уже как усвоенный урок, можно сказать, да, уже мы используем его там. Где-то мы его законодательно меняем, где-то в положениях меняем НПА, где-то в правоприменительной практике меняем. То есть объясняем, что это нельзя делать, вот это можно делать. И там другое. Другое дело, что заинтересованные лица, кто-то преподносит так информацию для общественности, что интересы общественных фондов и некоммерческих организаций именно в дискредитации вообще полностью выборов или там, итогов выборов там, или там еще что-то. Это уже, скажем, третьи лица. Там. Да, да. Но я надеюсь, этих третьих лиц будет меньше и будут меньше препятствий для того, чтобы избирательное законодательство становилось лучше, чище и яснее. Сегодня мы беседовали с Кайратом Маматовым, председателем Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Беседовала с ними юрист проекта «В рамках закона» Фатима Кубаева. Подписывайтесь на нашу страницу «В рамках закона» и Баштан Башта. Пока-пока.